На это место в лесу в Зеленодольском районе нас привезли грибники, которые обратились в нашу редакцию. Они рассказали, что на этом месте оказались совершенно случайно, оно для них новое. И также случайно они наткнулись на вот эту ужасную картину. Судя по всему, этот труп здесь лежит уже не первую неделю, и запах здесь стоит просто отвратительный. Если присмотреться, становится очевидно, здесь не один труп, останки животных разбросаны в радиусе десятка метров, есть и полузахороненные, те, что чуть присыпаны землей. Чтобы узнать историю этого кладбища, мы отправились в ближайшее сельское поселение. Такого никогда не было. Это скотомогильник закрыто, недействующий. Такая реакция на фото в сельском исполкоме. Говорят, что, по всей видимости, кто-то бросил трупы рядом со скотомогильником. Всего их в районе 3, только вот уже несколько лет ни один не функционирует. Они обнесены забором и законсервированы. Кто мог подкинуть останки, теперь будут выяснять. У кого-нибудь корова погибнет, то они в первую очередь нам сообщают. Потому что у нас имеются все данные. Все 3 скотомогильника под контролем ветеринаров. Они проверяют эти закрытые объекты 2 раза в год. Но о том, что один из них незаконно пополняется, узнали от нас. Среагировать обещали быстро. Ну, что рядом лежало трупы животных, сегодня же мы его увозим на транспорте, действующей биотермическая яма Зеленодольская. И транспорт и место, где лежало трупы животных, будет дезинфекция проведена. Сами же жители села не верят, что брошенные останки – дело рук односельчан. Грешат на жителей соседних деревень, а то и Мариэл. Тут Соловьевка, Тума из Марица привозит мертвых. Вот рядом Мария, 1,5 километра. Не знаю. Может, из другой деревни. Закрытые скотомогильники – это проблема, говорят в селе. Непонятно, куда свозить останки. Но, как заверили в ветеринарной службе, этот вопрос уже обсуждали с главой района. И в следующем году будет построен новый скотомогильник. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район.